Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем большое гадание на вашу жизнь и вашу судьбу. Тема будет такой: что было, что есть и что еще в жизни будет. Смотреть буду не только на песке, но и на оракулах. Пожалуйста, настройтесь, подумайте о себе, подумайте о том, что было, что есть и на что вы надеетесь. Я сразу выберу 3 карты. И мы с вами начнем. Так, что было? Сюда их положу. Что есть? И что у вас обязательно в жизни будет? Так, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, что у вас в жизни было? Были надежды. Были надежды, причем надежды были связаны с каким-то другим человеком. Это может быть как возлюбленный, так, например, кто-то из родственников, да, либо это может быть там, начальник, может быть даже какая-то подруга, друг, да. Вот прям в кого-то вы верили, на кого-то вы очень надеялись, вы прям связывали себя с этим человеком, ассоциировали с этим человеком. Но, судя по вот этим слезам, которые вы пролили, да, все ваши надежды, все ваши мечты познали крах. Разочаровались вы очень сильно, очень сильно. Кто-то прям такую серьезную травму получил, травму, длиною в жизнь, да, вот у кого-то прям так отыграется. Вроде как и время прошло, вроде как и пора бы уже забыть, а забыть вы этого не можете. Мало того, что не можете, вы подсознательно все еще боитесь, что подобная ситуация повторится. Вы боитесь довериться, вы боитесь мечтать, вы боитесь, знаете, как жить в будущем. Вот это вы боитесь. Так, еще что было? Были перспективы очень хорошие у вас, очень хорошие, я бы сказала, шикарные перспективы были. Но вы либо по неграмотности, либо по какой-то простодушности, человек обычный, добрый, хороший человек, да, без злого умысла, без какой-то корысти, без задней мысли. Вы и подумать не могли, что вот эти шансы, эти перспективы привлекут завистников. Мало того, что тут завистников вижу, еще вижу, как, знаете, как будто бы покрали у вас, отобрали каким-то хитрым образом вас, устранили, да, с пути. То есть кто-то либо за ваш счет, либо сместив вас, воспользовался вашими шансами, а вы как бы остались не в удел. Ну что, мои хорошие, это жизнь, это жизненный опыт. Я понимаю, что неприятно. Вижу, что себя ругаете. Кстати, ругаете по сей день 100%. Но поверьте, вас за вашу доброту наказали, скажем так. И я вам честно скажу, даже если бы все это вот отмотать, как попробовать на ваше сознание в сегодняшнем дне, вы все равно бы доверились, вы все равно бы поступили так, как поступили. Потому что вы добрый человек, вы открытая душа.
Кстати, вас за это очень-очень любят высшие силы. Очень любят. Вот за вашу душевность, за вашу хрустальность, за вашу непорочность души. Так я хочу сказать. Ну, это так и есть, оно так выглядит. Так, еще. Ну, кто-то из вас познал любовь. Любовь сладкую, любовь манящую, но с каким-то вот привкусом. Что-то мне идет слово кровь. Да, вот, может быть, очень неприятно закончилось это ваше ощущение, чувство, а может быть даже действительно вот как кровь даже пролилась. Либо как с кровью этот человек уходил, отходил от вас, как по-живому отрезали. Вы еще храните воспоминания об этой любви. Здесь у меня такая грустная женщина голову поклонила над такой огромной чашей, которая вот протекла. Да? Вот у нее отбился кусочек, и все. Содержимое вытекло из этой чаши. Но это чаша любви была, прекрасной любви. Я не хочу ковырять и причинять вам боль, потому что вижу по рисунку, что голова еще у вас наклонена, то есть вы еще, несмотря на время, не отошли от этих страданий и переживаний. Кстати, кто-то и предательство познал, да, любовь вот через предательство закончилась. Ну, скажем так, практически хорошего это и не было. Я не беру в учет там детство, детские воспоминания, нет. Мы смотрим уже такую взрослую сознательную жизнь. Натерпелись, знаете, вот хочется сказать, натерпелась. В прошлом натерпелась, причем сполна, да, вот как за несколько жизней натерпелась. Так, давайте теперь посмотрим, что нам оракул скажет о вашем прошлом. Ну вот, собака. Верность, преданность, жертвенность. Знаете, вот как использовали вас. Вы всю себя отдавали. Вы без оглядки кидались в любовь, в дружбу. А вас просто, видите, как выставили за порог дома. И вы страдали, вам было больно. И вот собака, да, она очень верная, преданная. Вы до сих пор вот живете этими воспоминаниями. И если бы вот эти обидчики в сегодняшнем дне перед вами появились, вы бы их простили. Потому что такой вы человек, добрый человек. Вы не умеете затаить злобу. Да, есть порывы, когда вы можете там в горячах что-то сказать, там, да, как-то вот подумать, может быть. Но так, чтобы отместку, чтобы целенаправленно творить зло, нет, это не про вас. Вы добрейшей души человек, светлейшей души человек. Жаль, что вам выпали такие сложности. Так, что происходит в сегодняшнем дне? Что в жизни сейчас происходит? Вы на меня, пожалуйста, не обижайтесь, но вы сейчас в положении спящего человека, да, лежащего человека. То есть, скорее всего, какой-то застой в жизни происходит. Здесь и усталость чувствуется, и даже какая-то обреченность. Знаете, как довела вас тяжесть жизни до такого состояния. Знаете, кто-то устал постоянно бороться, да, причем бороться как будто бы с ветряными мельницами. Вы как будто бы своего этого соперника, врага в лицо не знаете, да, либо эти обстоятельства вам недоступны, но вы все равно пытались бороться, вы боролись, вы очень-очень сильно устали, вы колоссальный путь проделали. Я хочу, чтобы вы знали, все, что вами было проделано, либо то, что вы в сегодняшнем дне делаете, обязательно вознаградится прекрасным результатом. Вы должны это для себя четко понимать, знать и об этом помнить. В самые темные моменты вашей жизни, когда совсем нет сил, старайтесь руки не опускать. Поверьте, ваша награда, я просто ее вижу, да, я вижу ее в вашем будущем, я вам четко говорю, ваша награда вас уже ждет. Сколько бы вам ни было лет, кем бы вы ни были, мужчины, женщины, знайте, ваша награда уже вам как выписана, подготовлена, упакована и просто вас ждет. Этот момент у вас уже не за горами, чтобы вы для себя знали и понимали. Так, еще
Я вижу, что в сегодняшнем дне очень многие люди интересуются вами и интересуются вашей жизнью. Кто-то за вами наблюдает, кто-то за вами подглядывает, а кто-то очень нагло навязывается. Вы устали от людей, вы устали от этих граблей, вил, как хотите, так и называйте. Да? Люди вам причинили боль. Вы не хотите этой боли в сегодняшнем дне. Отметая людей от себя, вы отметаете и очень хороших людей, с кем бы вы могли действительно выстраивать очень продуктивные, теплые, дружеские, любовные отношения. По крайней мере, в сегодняшнем дне, вот смотрите, здесь есть мужчина либо женщина, да, смотря кто меня смотрит, человек, который имеет живейший интерес к вам, к вашей персоне, но не имеет возможности к вам приблизиться, с вами сблизиться. Смотрите, у одних отыграется, что это тайный поклонник, поклонница, где-то вот рядом с вами находится, обитает, либо, может быть, там в интернете как-то за вами наблюдает и не имеет возможности, ну, как вы не позволяете, да, проявиться. А у кого-то отыграется, что это человек, ну, допустим, да, с вашего прошлого, который совершил дел, натворил, да, какие-то ошибки совершил. Теперь человек, чувствуя вот свою вину, хотел бы перед вами оправдаться, искупиться, покаяться. Но, опять же, вы не подпускаете этого человека, либо выстроили такой незримый забор, и человек просто не может подойти. Вот. Но он присутствует, либо она присутствует и энергетически, и эмоционально присутствует в вашем поле. То есть человек постоянно за вами наблюдает. Еще есть какая-то недооцененность, либо, знаете, какая-то несправедливая, хочется сказать, оплата. Может быть, вас на работе не ценят, не платят по достоинству, по вашему таланту, по вашей результативности. Знаете, как будто бы вами пользуются. А вы то ли стесняетесь, то ли вы считаете, что так и должно быть. Вот у кого-то точно отыграется, что вас вот прям как черную используют на работе. То есть вы батрачите, вы все на себе тащите, а вам копейки платят. Либо даже не платят, там, обещаниями кормят. У кого-то подобная ситуация дома. Допустим, вы не работаете, но вот всю семью тащите на себе. То есть все домашние дела, все домашние обязанности на вас. И не только домашние, да, не только вот там, что обычно женщины делают, но еще вот что-то дополнительное. Просто очень тяжелую ношу вы на себя взвалили. Вы, кстати, за собой как-то не очень ухаживаете. Кто-то забил на себя, извините за слово, но вот оно так и есть. То есть как что-то заболело, таблеточку выпила, да, обезболивающее, прошло хорошо, не прошло, выпила еще одну. То есть вы не посещаете специалистов, либо делаете это крайне редко. Причина — нехватка времени, либо нехватка средств, да, для того, чтобы посещать специалистов. Ваши родственники, ваши близкие, как будто бы пользуются вами. Как бы это очень, грустно и некрасиво звучит, но это так и есть, так и есть. Смотрите, вы не просите помощи, вы не жалуетесь, вы просто как тянете эту лямку, да, вот такая вот лошадка, которая тянет лямку. Простите, пожалуйста, за слово лошадка, но вот идет именно в потоке такая информация, такие слова. Вот вам сейчас, по идее, да, попросить нужно помощи у близких, да, либо начальнику заявить о том, что вы достойны лучшей оплаты, либо более высокой должности. А у вас нет ни сил, ни желаний, и даже веры нет в то, что вот что-то поменяется. Так, давайте на оракулах посмотрим, что оракулы скажут о сегодняшнем вашем дне. Вот, сад. Вышел сад, аркан сад. То есть люди, общество такое, потребителей, когда никому нет ни до кого дела. Каждый тянет одеяло на себя. А вы, да, опять же, живете не своей жизнью, не для себя, а для других людей. Кстати, вы очень зависимы от мнения окружающих, особенно от мнения внутри семьи, внутри близких людей, да, в коллективе близких людей. Почему-то прям очень боитесь, что о вас кто-то плохо подумает, либо стараетесь всем угождать. Да, вот такой вот человек. Но опять же, да, возвращаемся к аркану собака, то есть, да, и преданность, вот очень привязываетесь к людям.
привязываетесь. Вы понимаете, что вас используют, но вы ничего с этим поделать не можете. Вы рады угодить тем, кого вы любите. Так, ваше будущее. Это самое интересное, это будущее. Ну, я уже вам сказала, спойлер сделала, да, в будущем вас ждет очень крутая награда. Действительно крутая, я бы сказала, мега награда. Это вот, знаете, собиралось годами, днями, годами, месяцами, да, это все собиралось, все ваши добрые дела, все ваши добрые поступки, все ваши вот эти мучения, страдания, больки, все это собиралось. Высшие вот просто смотрят на вас и рыдают. Да, шикарная женщина, замечательный мужчина, а так плохо живет, да, либо так мучается, так страдает. Смотрите, наградят вас как никого. Эта награда, она произведет фурор. К сожалению, я не могу вам четко, конкретно сказать, что это будет, да, в чем это будет выражаться. Но я вижу ваше счастье, я вижу вас на высоте, знаете, как на коне. Человек на коне. Причем конь даже на каком-то возвышении стоит, как вот на холму, да, как победитель стоит. Вот так мне идет. Вы очень будете счастливы. Вот прям как заветная мечта исполнится, ваше самое заветное желание. Причем это не что-то вот единоразовое, да, что вот один раз получил и все, и будь доволен. Нет, здесь вот как комбинация, как стечение каких-то вот обстоятельств, и все это будет происходить одномоментно. Знаете, не в одном месте повезет, а в нескольких. Не одна там вещь прибудет, прибыль придет, а вот с нескольких мест много-много сумм придет. Да? Вот так у вас идет. То есть у вас очень круто поменяется жизнь. Это произойдет резко, одномоментно. И так вот, знаете, прям непредсказуемо это произойдет в вашей жизни. Когда это случится? Скажу вам честно, здесь вышла троечка. У кого-то это будет в течение 3 недель, у кого-то в течение 3 месяцев, а у кого-то в течение 3 лет. Не пугайтесь насчет 3 лет, на самом деле это не так уж и долго. Это не так уж и долго. Главное, что будут эти крутые, качественные перемены к лучшему в вашей жизни. Вы из человека, вот страдавшего, вот грустного, да, с поникшей головой, здесь вы вообще лежите обессиленные, вы на коне победитель, на холме стоите. Вот что идет. Смотрите, высокие люди будут снимать шапки перед вами, то есть кланяться вам, уважение идет к вам, респект, да, как там говорят молодые люди. Это будет. Мало того, смотрите, вот в левой стороне у вас такая большая семья образовалась, да, либо вот большой круг общения. Эти люди, вот кто вас окружают, они не потребители, как в сегодняшнем дне, да, они вами не пользуются, а они наоборот для вас стараются. Да, вы как местами с ними меняетесь. Если раньше вы, в сегодняшнем дне, вернее, вы все делали для своей семьи, то в будущем ваша семья все будет делать для вас. Да? Каждый из ваших родственников будет стараться, там, из друзей. Да? Все будут стараться что-то сделать приятное, угодить, задобрить, не знаю, там, чем-то помочь. Вот что идет, мои хорошие. И еще очень важный момент. Здесь у меня пара людей, как 2 красивые птички, вот, знаете, как лицом к лицу сидите. Мало того, здесь у меня 2 человека вообще сплетаются вместе в один единый мост. Для тех, кто без пары, без отношений, без брака, это четкое указание на то, что будет брак, на то, что будет любовь настоящая, искренняя, и вы встретите, найдете свою родную душу. Если вы по каким-то причинам со своим любимым человеком никак не можете там договориться, у вас какие-то проблемы, беды, конфликты, да, внутри ваших отношений, то здесь явно идет примирение и выход ваших отношений на какой-то новый, недосягаемый высокий уровень, да, вот уровень душа в душу. То есть прекрасная картинка. Здесь нет одиночек, здесь нет гордого одиночества, нет, здесь счастливая пара, здесь семья, здесь благодать, здесь любовь. Это все то, что вы заслужили. Поверьте, для счастья нет рамок, для любви нет там границ, возрастных границ. Все обязательно у вас будет. Вы достойнейший человек. Знаете еще, что вижу? Я вижу, что у вас будет очень долгая жизнь.
То есть вот кто зашел на мою отсыпочку, кстати, это не первое гадание, где я это вижу, у вас очень долгая линия жизни, то есть вам отпущена долгая жизнь. И она будет не только долгой, но она будет очень счастливой, очень довольной и обеспеченной, понимаете? Это замечательно. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас тут оракул покажет, расскажет. Ну, по семерке бубен это, конечно же, везение. Это дикое, нереальное везение. Ну и сами птицы — это благие вести. Это и вести, это и деньги, это и возможности, это и разговоры о вас. Да, разговоры, кстати, в положительном ключе. Кстати, могут быть даже какие-то вот важные бонусы, преференции, какие-то выплаты. Да, по гордой птице вы можете даже действительно занять какое-то очень высокое положение в обществе. Мои хорошие, расклад мне очень понравился, песок мне очень понравился, несмотря на то, что сейчас состояние ваше, ну, не праздничное, назовем это мягко, будущее вам уготовано просто шикарное. Просто шикарное. Хорошему человеку хорошее будущее. Кто бы вам что ни говорил, что бы вы там себе не думали, поверьте, все самое лучшее у вас впереди. Впереди. Вы этого достойны, и это обязательно произойдет в вашей жизни. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.